В рамках проекта «Энергия и биомасса» был организован тренинг для журналистов, в ходе которого участники узнали о преимуществах биотоплива и о качестве работы котлов на биомассе. Для того, чтобы продемонстрировать работу данных котлов, было организовано посещение детского сада номер 2 села Казаклия. В учреждении ранее использовались газовые котлы. В результате в период отопительного сезона расходовалась большая часть бюджетных средств, которая увеличивалась с каждым годом. С применением котлов на биотопливе ситуация изменилась. Мы сделали такой анализ из года в год. Газ у нас повышается. Скажем, в 2014 году, если мы оплатили за весь отопительный сезон за газ, за отопление 112 тысяч, то в 2015 году у нас отопление, стоимость вышла более 140 тысяч. Это увеличение пошло, и, естественно, мы задумались над этим и решили установить альтернативные котлы на биомассе. И будет экономия в бюджете, и мы сможем эти деньги направить на улучшение материально-технической базы детского сада. Да плюс еще с этим проектом на биотопливе мы установили коллекторы, которые будут обогревать, природа будет нам обогревать солнце, и у нас будет горячая вода в помещении, мы тоже сэкономим энергию, электроэнергию, что тоже эти средства сможем направить на улучшение материально-технической базы детского сада. Мы приняли решение, переустановили сначала котлы на газе 90-киловаттные термонастенные, но после этого, как стала повышаться цена на газ, мы решили принять участие по установке котельной на биотопливе. Эти два котла, которые здесь установлены, они 100-киловаттные. Они установлены с расчетом, что введен еще один блок, 2 группы, то есть увеличилась площадь, поэтому два 100-киловаттных котла. Работающий персонал по расчету – это 3 человека. Они принимали частичное участие при монтаже данной котельной, то есть они уже кое-что знают, но перед началом отопительного сезона они пройдут еще непосредственно курсы обучения для того, чтобы знать полное обслуживание котельной, как заправляется температурный режим, очистка, профилактика. Немаловажным преимуществом котлов на биотопливе является способность к автоматическому регулированию температурного режима. Большого объема работы проделывать не требуется. Существует необходимость их очищения. Остальной процесс осуществляется автоматически. Биомасса из себя подразумевает пеллеты и другие отходы, которые мы можем найти из нашей агропромышленности. Если посмотреть, котлы даже и называются агро-эко, да, то есть к польской компании САС. Также котельная подразумевает под себя и накопительную емкость, и самые современные технологии, да, в плане того, что тут стоят насосы энергосберегающие, то есть они работают в зависимости от некоторых факторов, то есть потребляет электричество тоже не постоянно один и тот же самый. То есть если там вода немного разогревается, там какие-то закрываются те термоголовки, которые у нас внутри, то есть насосы это чувствуют и снижают потребление энергии, да? То есть что и первого, что и второго контура. Также котельная полностью автоматизирована в плане того, когда вы спрашивали насчет операторов. Работа оператора будет подразумевать из себя следить за тем, чтобы котлы они были сравнительно чистыми, да, потому что это твердотопливные, изредка их нужно будет чистить. И второй вопрос – загружать их. А остальную работу котельная должна делать все автоматически. Более 1000 семей Молдовы уже используют котлы в своем хозяйстве. В нескольких словах о проекте. Это несколько компонентов. Это установка котелен на биомассе, на пеллетах или брикетах в государственных учреждениях, которые отапливаются за счет нашей местной возобновляемой энергии, которая очень часто является дешевле, чем уголь или импортируемый газ. Во-вторых, это повышенный комфорт для детей. В-третьих, это экономия, это средства, которые остаются у нас в стране, и примарии или детские сады, публичные учреждения могут их использовать для покрытия каких-то других своих нужд. Другая компонента проекта «Энергия и биомасса» является субсидирование
котлов для частных домов. Более 1000 семей установили котлы в Молдове с субсидией до 1000 евро на одну семью. Это наше действие имеет важное индивидуальное импакт для жителей, которые установили себе эти котлы, а также и визуальный импакт для соседей, для людей, которые видят, как это все действует у своих соседей и понимают все плюсы отопления на биомассе. По словам участников тренинга, использование биотоплива является альтернативным средством привычному виду топлива, который может его заменить. В любом случае, этот тренинг более развил представление о биомассе, о биотопливе, о том, что это действительно, можно сказать, будущее, что за этим стоит будущее. И в районах, где действительно дорогое отопление, то есть газ, это более альтернативный вариант топлива, который как бы поможет, он более экономичен и более развит в других странах. Для того, чтобы сохранить ресурсы Земли, мы, естественно, должны найти альтернативные источники энергии. И я очень рада, что я попала на этот тренинг. Мне очень близка эта тема. До конца текущего года проведение подобного тренинга планируется в Единцах. Проект финансируется Европейским Союзом и внедряется посредством программы развития ООН.